В столице республики переговоры ведут сразу несколько делегаций. По сообщению Временного информационного центра, власти Грозного не захотели вести переговоры в Минеральных водах, Армавире, Кисловодске, Пятигорске или Ставрополе, а взамен предложили Вильнюс или Владикавказ. Российскую комиссию эти города, в свою очередь, также не устроили. Уточнение места переговоров продолжается. Джохар Дудаев заявил, что он всегда был и остается сторонником равноправных переговоров. По сообщению Временного информационного центра, со ссылкой на безымянные и хорошо информированные источники, режим Дудаева проводит вербовку иностранных наемников. Террористические вооруженные группы прибывают в Чечню для осуществления диверсионных и террористических. Как передают, что официальный Грозный продолжает усиленно готовиться к защите от возможного нападения. Согласно сообщению ИТАР-ТАСС, все подразделения вооруженных сил Чечни переведены на казарменное положение и находятся в состоянии повышенной боевой готовности. А как передает «Эхо Москвы», сегодня около 7 утра колонна автобусов с депутатами Госдумы пересекла границу Чечни. Напомню, что вчера поздно вечером российские депутаты предложили Джохару Дудаеву освободить всех пленных, а на их месте в Грозном останутся российские парламентарии. Между тем, города Кавказских минеральных вод готовы участвовать в посреднической миссии в переговорах между Россией и Чечней. Об этом сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в администрации Кавказских минеральных вод. И последнее сообщение, полученное нами от «Эхо Москвы». Депутаты Госдумы уже находятся в Грозном. Они пытаются встретиться с кем-нибудь из представителей Дудаева, пока им это не удалось. Председатель правительства Российской Федерации Виктор Черномырдин заявил, что сейчас усилия правительства направлены на то, чтобы найти мирное и достойное решение проблем Чечни путем переговоров. Методы для этого могут быть разные, но главное – это обеспечить, наконец, людям условия для нормальной жизни. Принято также решение о направлении в Чечню продовольствия, товаров народного потребления. И надо сделать все возможное, чтобы уже в ближайшем будущем провести в Чечне демократические выборы органов власти, которые признавалось бы всеми, подчеркнул премьер. С лидерами оппозиции Грачев поставил вопрос: готовы ли вы сложить оружие? Ответ – да. Грачев, дословно: этот же вопрос я задам Дудаеву, если он согласится встретиться. По мнению оппозиции, следующий шаг после разоружения – свободные выборы. Временный информационный центр опроверг слухи о переходе 5 российских военнослужащих на сторону Дудаева. Мы связались с Моздоком, с военными. Информация такая, что в настоящий момент по штатному расписанию все военнослужащие прибывают на месте. Сейчас в Грозном продолжаются консультации рабочей комиссии проведения переговоров по проблемам урегулирования обстановки в Чеченской Республике. По словам заместителя руководителя комиссии Александра Осмолова, на сегодняшний день обе стороны, и представители Дудаева, и представители оппозиции, выразили готовность начать переговоры. В результате разговора с генералом Дудаевым достигнута договоренность о том, что будут переданы нам все пленные российские солдаты и офицеры. Сообщил лидер республиканской партии Владимир Лысенко. В Москве сегодня прошла пресс-конференция политиков, не согласных с официальным курсом Кремля в отношении Чечни. Сегодня возле телецентра собрались участники правозащитного и демократического движения и депутаты. Они устроили импровизированную пресс-конференцию «Пикет» с тем, чтобы выразить решительный протест против военной политики в отношении Чечни и намеренные искажения или отсутствие информации по этому поводу в некоторых средствах массовой информации. Провокация ФСК, провокация силовых структур привела к развязанной гражданской войне, к убийству мирных жителей, к бомбардировкам мирных городов. Сделано это с грубейшим нарушением нашей Конституции. Как всегда, эксцентричная Валерия Новодворская заявила, что Чечня никогда не была частью России, а в новейшей истории не подписывала федеральный договор и не участвовала в общероссийском референдуме. В руках у меня уголовный кодекс, и согласно этому уголовному кодексу Павел Грачев и Сергей Степашин являются преступниками, нарушившими 2 статьи УК. Статья 71 «Пропаганда войны», статья 68 «Диверсия».
Участники пикета посетовали на то, что на Первом канале телевидения идет жесткий отбор новостей по вкусу спецслужб, а демократической общественности не дают слова. Действительно, наша группа была единственной на этой уличной, но несущей определенную гражданскую позицию пресс-конференции. Назад на территории Ингушетии началась встреча министра обороны России Грачева и чеченского лидера Дудаева. Переговоры начаты в станице Орджоникидзевской Сунжинского района. Дудаев заявил, что прибыл на эти переговоры не как президент, а как генерал для встречи с военным руководством России. Обе стороны дают понять, что хотят использовать остающиеся шансы для предотвращения вооруженного конфликта. Возможно, мы надеемся получить новые подробности об этой встрече еще в ходе нашей программы. Вероятно, после этой встречи министр обороны Грачев вылетит в Москву, чтобы подробно проинформировать президента Ельцина. Двух солдат, захваченных в плен во время штурма Грозного, привезла сегодня в Москву парламентская делегация Либерально-демократической партии. Как было объявлено, это рядовые из Кантемировской дивизии Николай Сенцов и Владимир Дроздов. В аэропорту военнослужащие заявили журналистам, что их в Чечню забросила Федеральная служба контрразведки. Больше информации не было никакой. Лидеры ЛДПР не допустили журналистов к пленным. Они пообещали сделать это позже, на новой встрече. А сегодня в Думе состоялся брифинг, на котором Владимир Жириновский заявил, что чеченский вопрос российское руководство должно было решать раньше. Теперь, по его собственному выражению, российским парламентариям приходится видеть Чечню как на рынок, забирать по солдатику, зарабатывая политический капитал. Кроме того, Жириновский предоставил бумаги, согласно которым жизнь завербованного солдата оценивалась в 5 миллионов рублей. За 5 зарплат парень должен погибнуть там. Большинство из них должно было погибнуть. Погибли. Уже. Сейчас. Уже. И трупы лежат. Впрочем, Владимир Жириновский предположил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта на Северном Кавказе могут появиться и другие внешние силы, например, турки. И в связи с этим лидер ЛДПР сделал удивительное заявление. Уже турецкой армии выдали белые маск-халаты и лыжи. Это армия, которая никогда не воевала в условиях зимы. Это установка на войну в России. Вадим Глускер и Виктор Щербаков, НТВ. Обстановка в Грозном остается спокойной. Сегодня рано утром в Чечню приехала делегация российских парламентариев во главе с Григорием Явлинским. Лидер «Яблока» предложил оставить в заложниках 5 депутатов своей фракции в обмен на освобождение 18 российских военнослужащих, находящихся в плену в Грозном. К группе Явлинского намерены присоединиться и другие приехавшие с ним депутаты: Владимир Лысенко, Сергей Ющенков и Михаил Шабан. В течение всего дня депутаты Госдумы вели переговоры с представителями Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел Чечни. Однако окончательное решение о судьбе военнопленных примет Джохар Дудаев. Президент Чечни по-прежнему считает, что российская армия готовит нападение на Грозный. Поэтому депутаты Госдумы намерены остаться в столице в качестве гарантов того, что атаки на город не будет. Судя по всему, Григорий Явлинский готов предложить и свой вариант мирного урегулирования отношений между Москвой и Грозным. Владимир Лусканов, телекомпания НТВ из Грозного. В Москве пока полная неопределенность. Российское руководство предлагает на выбор 5 городов: Минеральные воды, Армавир, Кисловодск, Пятигорск и Ставрополь. Оппозиционный Временный совет склоняется к Пятигорску. В Грозном же предлагают на выбор всего 2 города – Вильнюс и Владикавказ. В Москве оба предложенных Дудаевым места считают неприемлемыми. Вильнюс за границей, а речь на переговорах пойдет о внутрироссийской проблеме. Во Владикавказе и без того беспокойно. Также пока нет четкого представления, в какой форме будут проходить переговоры. Оптимальным вариантом готовящая их комиссия считает трехстороннюю встречу представителей Грозного, представителей Временного совета и российских официальных лиц за одним столом. В случае, если Дудаев откажется напрямую говорить с оппозицией, будет использован другой вариант. Часть комиссии беседует с дудаевской стороной, часть комиссии беседует с противоположной стороной. Но опять же, с той же целью, чтобы 3 группы оказались за одним столом. Перед тем, как встретиться с Джохаром Дудаевым, Грачев говорил с представителями Временного совета. Лидеры оппозиции после встречи с ним заявили, что готовы сдать оружие. Следующим шагом урегулирования в Чечне Временный совет называет проведение свободных выборов. Борис Кольцов, Леонид Придорогин, НТВ.
Переговоры по урегулированию чеченского кризиса между министром обороны России Павлом Грачевым и главой грозненского режима Джохаром Дудаевым начались сегодня в 16 часов в станице Орджоникидзевская на территории Ингушетии. С российской стороны в них принял участие министр внутренних дел Виктор Ерин. Встреча была назначена на 15:30. Однако вовремя к месту переговоров прибыли только российские министры. Через полчаса на автомобилях из Грозного приехал Дудаев в сопровождении. Под приветствие ингушского населения он проследовал к зданию администрации Сунжинского района Ингушетии. Ранее Павел Грачев высказал готовность встретиться с чеченским президентом при условии, что Дудаев будет представлять Чечню как субъект Российской Федерации. Однако Джохар Дудаев заявил, что прибыл не как президент, а как генерал, сняв таким образом протокольные препятствия к началу переговоров. После встречи российский министр обороны сообщил, что достигнуто определенное понимание. В результате переговоров проявились ряд политических проблем, которые требуют детальной проработки. Но как военный с военным, сказал Павел Грачев, мы нашли общий язык. О результатах встречи министр обороны доложит президенту России и Совету Безопасности. После чего будут сделаны выводы, как Россия будет вести себя по отношению к Чечне. Дудаев, в свою очередь, сообщил о том, что удовлетворен результатами встречи, и сообщил об освобождении российских военнослужащих, попавших в плен 26 ноября. Политические же вопросы ожидают своего решения в высших эшелонах власти. Дудаев подчеркнул, что есть необходимость в его встрече с президентом России. Несколько Чечни Шамсиддин Юсеф откомментировал их приезд следующим образом. Мы приветствуем благородный порыв Григория Явлинского, но оставлять в заложниках даже добровольно ни его и никого другого не собираемся. Кроме того, министр иностранных дел Чечни выразил надежду, что российские депутаты будут не только приезжать в Грозный в саморекламных, по сути дела, целях, а разберутся с положением дел и у себя дома. Делегация фракции ЛДПР Государственной Думы, возглавляемая заместителем председателя Комитета по обороне Евгением Логиновым, вернулась сегодня из Чечни после переговоров с президентом Дудаевым и представителями Совета старейшин. Итогом переговоров стало возвращение в Москву еще двух военнопленных – 19-летнего Владимира Дроздова и 20-летнего Николая Сельцова. Оба они числились рядовыми Кантемировской танковой дивизии. Представляя их на сегодняшнем заседании фракции, Логинов попросил журналистов не мучить бывших пленных вопросами, ответы на которые они смогут получить на завтрашней пресс-конференции. Но все же Николай Сельцов сообщил, что за успешное проведение операции каждому из них было обещано 5 миллионов рублей. Выступивший на заседании фракции лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия бросает в пекло своих военнослужащих, как оловянных солдатиков, подставляя русскую армию. Кроме того, как заявил Евгений Логинов, основные сложности в переговорах были не с чеченской стороной, а с самими российскими военнослужащими, которых приходилось буквально уговаривать вернуться в Россию. Логинов потребовал от президента и иных властных структур, причастных к судьбе российских военнопленных, публичных гарантий, что ни один волос не упадет с голов вернувшихся из плена на родину. Офицеров российской армии, как дрессированных говорящих обезьян, показывая их всему миру. И я убежден, что если бы даже не вмешались наши представители законодательной власти, мы бы освободили всех лиц, которые являются заложниками в руках дудаевского режима. Лозунг «Армия вне политики», хотя и закрепленный в Конституции, по-прежнему остается только лозунгом. Наших военнослужащих в Грозном и выяснение обстоятельств их вербовки последовала целая серия московских отставок. Решением президента освобожден от занимаемой должности шеф управления ФСК по Москве и Подмосковью Севастьянов. В знак протеста против использования его подчиненных в боевых действиях в Чечне подал соответствующий рапорт генерал Поляков, командир Кантемировской танковой дивизии, не забыв при этом упрекнуть контрразведчика в ведении закулисных игр. Однако у ФСК на сей счет есть свое мнение и свое видение событий. Я полагаю, что сегодня Российская Федерация должна обеспечить территориальную целостность своего государства. Если путем переговоров этот конфликт локализовать не удастся, то у государства есть достаточно сил для того, чтобы, так сказать, восстановить конституционный строй на определенной части территории Российской Федерации. А действительно сотрудники Федеральной службы контрразведки договаривались с определенными военнослужащими российской армии без ведома руководства Министерства обороны? А вы допускаете такой вариант? Реализовать работу сенаторов. Здравствуйте. Только вот мы не дождались сегодня обсуждения чеченского кризиса. Вопрос отложен на завтра, когда в Совет Федерации должны прийти представители Минобороны, ФСК и прокуратуры. Как вам уже известно, процесс освобождения русских военнопленных идет все активнее, и поскольку сам Дудаев ведет переговоры в Назране в Ингушетии, самые свежие данные у президента Ингушетии Руслана Аушева.
Вам известно, что договорились они, нет? Да, вот сейчас 26 самолет нужно, чтобы 26 вывести, 4 гроба. Ингушетия фактически посредничает, потому что пользуется доверием обеих сторон. После того, как запретила русской армии пользоваться своей территорией для войны против Чечни. Мы будем препятствовать прохождению войск через Ингушетию, которые идут в сторону Чечни. Почему? Потому что мы один народ, и пропускать через себя той силу, которая будет уничтожать своих братьев, это не по-горски, не по-братски. Способна дудаевская власть сейчас пойти на какие-то компромиссы, скажем, не говорить конкретно сегодня о независимости, а попробовать решить сначала конфликт? Я думаю, конечно, способна, только надо с ними говорить. Мнение президента Аушева подтверждает и заместитель председателя Совета Федерации Рамазан Абдулатипов, с которым мы встретились сегодня. Вести надо переговоры с теми силами, которые сегодня могут отвечать за состояние в Чеченской Республике и за перспективы развития Чеченской Республики. Это Дудаев, по-видимому, потому что больше некого. Я не хочу по этому поводу спорить. Если это Дудаев, то Дудаеву надо взять на себя ответственность, а не делать всякие заявления, и как можно скорее вступать и нормализовывать свои отношения с федеральными органами власти Российской Федерации. Потому что я должен сказать, как человек с этого региона, что сегодня Чечня или Дагестан или другие республики не в меньшей, а может быть в большей степени заинтересованы быть в составе Российской Федерации. И когда я выдвигал два основных принципа, исходя из которых мы должны вести переговоры, я говорил, первый – это спокойствие, благополучие народа Чеченской Республики, чеченского народа. И второй принцип – это сохранение целостности самой Российской Федерации как государства. Внутри этих принципов возможны самые различные варианты. В том числе, когда я встречался с Джахаром Дудаевым в свое время, он даже своей рукой прикинул примерно 11 полномочий, которые ему сегодня не нужны и которых он мог бы делегировать федеральным органам власти. И я говорил, вот давайте на основе этих 11 принципов и заключать договор о нормализации отношений. Все остальные вопросы нужно будет решать потом. Политики, с которыми мы говорили сегодня, в один голос утверждают, что Москва много способствовала повышению авторитета Дудаева в Чечне. Москва не раз помогала Дудаеву самыми экстравагантными способами. И в этот раз особенно преуспела. Когда Павел Сергеевич Грачев высказал по телевидению о том, что если надо будет в течение 2 часов, это вообще оскорбительно для людей. Что значит, если надо будет в течение 2 часов мы справились со всеми? 25 лет справлялись и не справились в свое время. И сегодня не справиться. Поэтому этот вообще тон и вообще подходы такие, они не должны быть. Но вместе с тем, идя на поводу разных людей, нельзя разрушать и государственность тоже. Вот эта черта, за которой тоже мы должны следить. Государство должно быть способно законным путем восстанавливать порядок в своей стране. Понимаете, вам легко говорить, вы не скомпрометированы, вы всегда были сторонником переговоров, поэтому вы не скомпрометированы. Сторонники силовой линии скомпрометированы своим позором. Им сейчас нужно или взять и растоптать Чечню, даже если потом 100 лет придется держать патрули на улицах. Им нужно взять, потому что они уже запачканы. И им надо или уходить в отставку, хотя у нас в последнее время это не модно, у нас при любых обвинениях люди сидят себе и преспокойненько. Или забрать эту Чечню, растоптать эту Чечню. У них-то нет пути обратно, они нагнали технику. Эта техника должна сработать, эта машина взведена, кто ее остановит? Ну, Вы говорите, надо осознать, они не осознают. Я еще раз подчеркиваю, что если мы все-таки изображаем из себя государственных деятелей, и что мы управляем государством, то пора прекратить изображать, надо управлять теми процессами, которые происходят сегодня в государстве. Это касается не только Чечни. Я, например, даже считал бы, ну хорошо, вот президентский указ о разоружении вооруженных формирований. Эту задачу мы не смогли выполнить в Москве. Мы почему-то захотели эту задачу выполнить в Чечне, куда нас вообще даже и не пропускают, по большому счету, если так уж говорить. Надо всегда осознать реально, что мы можем. Надо рассчитать свои силы, в том числе, вы совершенно правильно говорите, интеллектуальные. На сегодняшний день, вот, насколько я знаю, весь чеченский народ объединяется против фактора агрессии, против фактора применения силы. То по нашим городским обычаям уже здесь нет
разночтения. Они сегодня, и любое бы их месте горский народ так поступил. И все сейчас будут высказываться в отношении того, что нельзя сегодня применять силу. А чеченский народ, конечно, не консолидируется. Вместе с чеченцами без симпатии относятся к новой кавказской политике Москвы и другие горские народы. Особенно трудно приходится администрации Ингушетии, которая, похоже, рассчитывала на некоторые выгоды от сотрудничества с Москвой. И в результате до сих пор все чаще разочаровывается. Насколько легко генералу Аушеву, президенту Аушеву удержать своих граждан в подчинении и в лояльности к России в тот момент, когда рядом с ними чеченцам трудно, и они хотят прийти на помощь? Я думаю, что ему сегодня как раз-таки тяжелее всех. Тяжелее всех. Тем более повода, фактов для того, чтобы Аушев говорил бы о том, что мы находимся в составе России, Россия о нас заботится и так далее, этих фактов все меньше оставляют федеральные органы власти для Аушева тоже. Аргументов в защиту своей позиции, мужественной позиции. Может быть, начаться такая маленькая, будем говорить, месть, которая будет выражаться в финансировании, будет в других вопросах поддержки той или иной стороны. Это все равно присутствует, это чувствуется. Ну, ничего страшного, с голоду не умрем. Я думаю, что самое главное — честь в этой ситуации. Вот этот механизм, этот Кремль все еще способен к тому, чтобы руководить процессами и генерировать какую-то мысль, не военную мысль? Вопрос очень тяжелый, но тяжелый он почему? Потому что, к сожалению, Конституция, которая якобы была принята всенародным референдумом, эта Конституция фактически ничего в руках парламентариев, кроме заявлений и призывов, не оставила. Все основные министерства подчиняются напрямую президенту Российской Федерации. Даже когда сегодня депутаты требуют обсудить этот вопрос, кроме обсуждений мы ничего решить не можем. Но я сегодня на заседании требовал, поддерживая Немцова, о том, что давайте мы хоть пригласим на заседание Совета Федерации, если мы обсуждаем проблемы Чеченской Республики, Дудаева, Автурханова, Хасбулатова, Хаджиева. Что мы все время слушаем чьи-то рассказы по этому поводу? Но сначала это кажется абсурдным. Но с другой стороны, давайте, они говорят, а если они не приедут? Ну давайте мы пройдем свою часть этой дороги. Мы проявим уважение к этим людям. И скажем, что мы искренне хотим разобраться, мы хотим помочь, прийти к вам на помощь, если эта помощь нужна. А если нужно где-то отдалиться, дать вам разобраться, мы готовы отдалиться на какой-то определенный период, чтобы вам разобраться. Но этих людей надо послушать. И вот как раз, когда вы заходили ко мне, я могу даже черновик показать, я уже составил телеграмму от своего имени, хотя меня будут ругать. От своего имени я как раз таки и пишу, что ситуация крайне сложная, что эти ситуации разного рода политиканами используются, в том числе для дискредитации нашего образа кавказца, горца, что с этим делом надо заканчивать. Мы сами должны быть заинтересованы. Во всяком случае, у нас уже есть нечто похожее на общество. Депутаты и пресса научились по меньшей мере не давать нашим начальникам упорствовать в своих ошибках тайно. Осталось научить их только не совершать ошибок вовсе. Всего вам доброго. И новости пришли с Северного Кавказа. Репортаж нашего специального корреспондента. Сегодня в 4 часа дня здесь, в станице Слепцовская, начались переговоры министра обороны России Павла Грачева и лидера Чечни Джохара Дудаева. Эта встреча стала кульминацией в чеченском кризисе. Решение о переговорах Дудаева с Грачевым и Ериным было принято буквально за 1 час при посредничестве ингушского президента Аушева. А за 2 часа до этого Ерин и Грачев в поселке Знаменское встречались с лидером оппозиции Умаром Автурхановым. Допустим, произойдет такое, что Дудаев скажет: да, я согласен сдать оружие вам, сесть за стол переговоров с вами. Вы в этом случае готовы сдать добровольное оружие и отказаться от боевых действий? Да, мы готовы. Как бы то ни было, Дудаев резко изменил свои первоначальные планы. Как известно, в 17:00 он должен был встретиться с делегацией российских парламентариев во главе с Григорием Явлинским. Депутаты Явлинский, Лысенко и Шабан, а также 5 членов партии «Яблоко» ночью приехали в столицу Чечни в качестве заложников. Явлинский предложил руководству Чечни обменять 18 российских военнослужащих на 5 российских депутатов.
Если будет сегодня решен вопрос с пленными, то следующим шагом будет уже обсуждение вопроса о механизме, который может положить основу политического процесса. Однако судьбу военнопленных, впрочем, как и дальнейшую судьбу российско-чеченских отношений, Дудаев предпочел обсуждать с Павлом Грачевым. Перед встречей с российским министром обороны Джохар Дудаев заявил, что приехал сюда не как президент, а как генерал. Беседа 3 генералов длилась более 1,5 часов, и, судя по всему, стороны языку ультиматумов предпочли более уравновешенную лексику. Как бы то ни было, Павел Грачев и Джохар Дудаев так подвели итоги переговоров. По многим вопросам мы находим общую позицию, хотя есть ряд принципиальных разногласий, которые необходимо решать на более высоком уровне, чем министр обороны. И подтверждаю то, что вот этот конфликт, который длится продолжительное время, можно еще решить мирными средствами. Все вопросы, связанные с освобождением военнопленных, или как мы это называем, мы будем решать как раз через министра обороны. Но что касается, можно я продолжу? Что касается военнопленных, мы просто с президентом поговорили как военный с военным, генерал с генералом. И взгляды на этих ребят у нас полностью совпали. И Джохар Мусаевич пообещал мне вернуть всех военнопленных. Я при полном убеждении, что высшее политическое руководство России не знает ситуации в Чечне. У них информация из источников далеко не безупречных, которые окружают московские кабинеты. Реальная ситуация в Чечне совсем другая. И при выяснении действительных обстоятельств состояния, положения, что найдутся силы, которые разумно оценят ситуацию и примут свои решения соответствующей ситуации. Похоже, что сегодняшняя ночь в Грозном будет самой спокойной за последний месяц. Владимир Усканов, Геннадий Карандин. Телекомпания НТВ из Грозного.